Программа на самом деле уникальная для героев. Это наш важнейший проект формирования новой культуры управления в республике через вовлечение участников, ветеранов специальной военной операции в процесс управления ИГИЛ. Мы создаем условия для профессионального роста, карьерного развития тех, кто себя в сложных условиях достойно проявил, защищая интересы наших. В тех проектах, которые мы будем вместе обсуждать, во всей работе ищите, где можно сделать лучше. Уверен, у вас получится, так? Обязательно будем дальше встречаться. Проекты сегодняшние молодцы, хорошо выступили. Я руководителем с зарплатой 120 тысяч рублей. Не могу себе позволить каждый день есть золотые наши сливки. А каково пенсионерам, инвалидам, у которых доход намного меньше, чем у меня, в 3 раза меньше, чем у меня, чтобы есть каждый день сливки из магазина наши якутские, мы себе это позволить не можем. Между тем, в сельское хозяйство вливается ежегодно миллиардные суммы. Юрий Николаевич тоже придерживается этой стратегии, как в прошлый раз вы все услышали, однокурсники мои уважаемые, что необходимо создавать конкуренцию. По примеру ребят, физкультурников СОЛОС, которые создали и обрушили цены в 3 раза, которые на катерах отправляются. А для конкуренции нам нужно, по моей инициативе, завести наших единственных союзников, которые показали свою верность России, пролитой кровью на поле боя. Это северокорейцев. После военные годы такая инициатива была. К нам завезли корейцев, и они поднимали сельское хозяйство. И тогда они покажут местным фермерам, как надо работать, и чтобы сливки наши стали в 3 раза дешевле, и каждый пенсионер, ветеран мог себе позволить их есть 3 раза в день. Как вы относитесь как опытный человек, не как мой ровесник, который ответил однозначно, нам корейцы здесь не нужны? Ваше мнение как опытного руководителя, управленца, который вырос с района? Что касается северокорейцев, которых пригласить и отдать им сельское хозяйство? Не полностью, частично. Ну, и даже частично. Наоборот, есть указ и федеральный, и республиканский об ограничении иностранного труда на некоторых отраслях, в том числе в сельском хозяйстве. Курирующий зампред не поддержал мою инициативу, но поддержали ее мои однокурсники. К нам едут северокорейцы, и они готовы взять у нас в аренду сельхозназначение пашни. Да? У нас их превеликое множество, порядка 200 гектаров. И они готовы взять в аренду 125 тысяч га. Это на полгода. Соответственно, это принесет доход 25 миллионов рублей. Это вот гарантированная наша доходная часть будет ежегодно. Да? Так как северокорейцы народ такой, полгода они там все это дело вырастят, соответственно, и будут увозить. Я уже многократно говорил и знаю, что вы поддерживаете такой подход. Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать. И таких людей нужно выдвигать на руководящие посты. Это вот будет наша смена. Республика улустар бутын халайяқтақтыр, улахан тәрелтері бутын халайяқтақтыр. Кем халайяқтағы кендер бодық болған.